Казахстане вынесли приговор сотрудникам нефтесервисной компании Oil Construction Company, которые более 2 недель проводили голодовку. 28 нефтяников обязали выплатить компенсацию своему работодателю на сумму более 3,5 миллионов тенге. Это почти 11 тысяч долларов. Нефтяники требовали регистрации Конфедерации независимых профсоюзов, которая была ликвидирована в начале года. В акции участвовали сотни человек. Однако власти республики так и не вышли на переговоры. Вместо этого решением суда голодовка была признана незаконной. Однако бастующие отказались прекращать акцию протеста и заявили, что пойдут до конца. Тем не менее, голодовка была прекращена после ареста лидера профсоюза компании OCC Амина Елеусинова и инспектора по труду этого профсоюза Нурбека Кушакбаева. С 21 января они находятся под арестом в Астане. У нас на связи журналист Жанбулат Мамай, который следил за ситуацией в Западном Казахстане. Жанбулат, здравствуйте. По нашим данным, голодовка проходила в рамках закона. Тогда о каком ущербе работодателю идет речь? И почему власти республики не захотели встретиться и договориться с нефтяниками? Здравствуйте, Динара. На самом деле никакого ущерба нефтяники компании, в которой работают, не нанесли ни компании, ни государству. Они продолжали работу, производство не останавливалось, но они отказались от приема пищи. То есть фактически никакого ущерба не было, абсолютно ни ТИНа, ни государству, ни компании Oil Construction Company, нефтяники, рабочие они не нанесли. То есть откуда эту сумму взяли, почти 3,5 миллиона тенге они должны выплатить, остается непонятным. Это был вопрос политической плоскости, потому что было политическое решение прекратить эту голодовку, потому что власть была намерена полностью сорвать голодовку, сорвать протест. Почему? Потому что действительно вот эти протесты нефтяников, они ширились. Сначала голодали несколько десятков человек, потом к ним присоединились почти 400 работников, потом стало 700 работников и доходило до 1000. Власть испугалась того, что протесты будут шириться, что все больше и больше работников, нефтяников будут присоединяться к этим требованиям, то есть перерегистрации Конфедерации независимых профсоюзов. И поэтому они были настроены просто разогнать, подавить этот протест на корню. Поэтому вот 2 профсоюзных лидера были арестованы, они сейчас посажены на 2 месяца. Поэтому сейчас, я думаю, власть просто превентивно уничтожает все профсоюзные организации, пытается подавить все протесты, пытается обуздать все эти недовольства. И я думаю, что они сейчас работают на перспективу.